Добрый день, меня зовут Никита Иванов, ученик 10 А класса Сунтарского политехнического лицея. Разрешите представить исследовательскую работу «Разрушение коренного биогеоценоза на площадках искательных работ нефтегазовых компаний». Цель работы заключается в изучении экологического состояния участков земель, нарушенных геологоразведочными работами, проводимыми нефтегазодобывающими компаниями в Сунтарском районе Республики Саха-Якутия. Для достижения этих целей в ходе работы решались следующие задачи. Изучить влияние антропогенной деятельности на биогеоценозу в ходе проведения искательных работ и определить комплекс мероприятий, которые необходимо проводить в целях восстановления разрушенных биогеоценозов. Провести комплексный анализ природных объектов на территории площадок искательных работ нефтегазовых компаний. Обосновать и разработать рекомендации по минимализации наносимого урона корневым биогеоценозам и программ их восстановления. Объектом исследования является биогеоценоз. Предметом исследования является экологическая оценка компонентов биогеоценоза на площадках искательных работ нефтегазовых компаний на территории Амур-Сунтарский район, Республика Саха-Якутия. На сегодняшнем этапе освоения севера загрязнение природной среды становится повсеместным явлением, а вместе с тем северная природа хрупка и чувствительна к вмешательству человека. В условиях вечной мерзлоты, короткого летнего периода, самоочищение природы протекает крайне медленно. Так, в условиях севера для полного восстановления леса нужно 300 и более лет. Поэтому проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на крайнем севере становятся исключительно актуальными. Территория Сунтарского улуса входит в наиболее перспективный Великочербинский и Верхневолчанский участок для нефтедобычи Восточно-Сибирской нефтегазоносной провинции. На территории Сунтарского района в настоящее время осуществляют гидропользовательскую деятельность 6 предприятий, которые проводят поисково-оценочные работы на углеводородное сырье на 11 лицензионных участках. В качестве объекта для комплексного исследования выступают площадки искательных работ нефтегазовых компаний, расположенных вблизи населенных пунктов. Площадка на местности Окдук, находящаяся в 3 километрах от населенного пункта Тайбахай, и местности Табага, расположенного в 5 километрах от населенного пункта Кокуну. Выбор данных участков обусловлен тем, что работы на них закончились недавно, 5 и 3 года назад. Полевые работы на площадках включали составление топографической карты местности, проведение физико-географической характеристики обследуемых участков, проведение физико-географической характеристики обследуемых участков, изучение и описание растительности леса по периметру площадки, определение показателей экологического состояния почвы и воды. На местности Окдук компания «Иркутская нефтяная компания» не был должен проведен технический этап рекультивации. После поднятия вопроса местной общественности на скорую руку был осуществлен вывоз производственного и бытового мусора, проведена засыпка участка. Исследования показали, что после 6 лет не наблюдается даже первичных признаков самовосстановления биогеоценоза. Причиной этому может быть повышенная минерализация почвы, о чем свидетельствует высокий показатель электропроводности водных вытяжек почвы. На территории местности Табага компания «Сургутнефтегаз» более-менее качественно проведен технический этап рекультивации. Участок засыпан, однако не вывезены порубочные остатки, имеются металлические конструкции. Есть привычные признаки самовосстановления биогеоценоза непосредственно на площадке, наличие молодняка, сотен 2-3 лет многолетних бобовых и зерновых культур. По итогам комплексного изучения мы сделали следующие общие выводы. В целом нужно отметить, что искательные работы при буровых работах полностью разрушают коренной биогеоценоз, что проявляется в вырубке, растое, уничтожении живого почвенного покрова, нарушении верхних почвенных горизонтов, захламлении территории, уплотнении почвы и нарушении микрорельефа деревьями настилами под площадками, захламлении территории порубочными остатками, металлическими конструкциями, нарушении гидрологического режима территории. В лесных биогеоценозах наблюдается нарушение кислотно-щелочного баланса почв, изменение состава почвенно-поглотительного комплекса, существенные изменения визуальных и морфоструктурных параметров растений, морфологических и физических характеристик почвы. Разведочные штольни в ряде случаев становятся долговременными источниками
загрязнение поверхностных и подземных вод даже после завершения геологоразведочных работ. Это вторая причина низкой продуктивности и ценности земельных участков изыскательных работ. Исследования видового разнообразия по периметру Днепропетровска непосредственно на обоих площадках выявили сильное расхождение. На площадке изыскательных работ местностью Алтук, закрытого еще в 2016 году, процесс самовосстановления не идет. Причиной которой является некачественно проведенный технический этап рекультивационной работы, не говоря уже и о биологической рекультивации. На территории площадки местности Табага, ликвидированной в 2018 году, наблюдается некоторое разнообразие растительности травянисто-кустарничкового покрова по сравнению с первой площадкой. Комплексное исследование показало, что изыскательные работы в определенной мере наносят урон биоценозу территории, что проявляется в неспособности самовосстановления биогеоценоза. Срок и уровень процесса естественного возобновления биоценоза зависят от качества рекультивационных мероприятий, проводимых на площадках по окончании изыскательных работ. Спасибо за внимание.